Друзья, всем привет! Ну вот, ребят, наконец-то выходные, наконец-то вырвались на рыбалку. На дворе октябрь, у нас уже минусовая температура. Сегодня обещают минус 3 градуса ночью. Но это все на руку, мы идем за налимом. Получилось так, что решили попробовать новые места. И поехали там в один поселок. Добирались, застревали. А там все занято, ребят. Представляете? Ну, в итоге рванули еще дальше и в итоге умотали за 50 километров вообще. Мы приехали, вот река Сысола. Там старая деревня. Ну вот, ребят, так что сегодня будем рыбачить, будем пробовать. Переправляемся на ту сторону, вот там пляжик такой классненький. И будем пробовать налима сегодня брать. Сегодня с ребятами, не один, втроем приехали, с Илюхой, со Стасом. И на добренькой шестерке докарабкались, так что будет здорово, будем рыбачить, отдыхать. Все, я никуда не еду, нахуй. Колун взял? Нет, который есть, Андрей. Зажечь быстрее, надо бензин. Неделю шли дожди, вообще же такие проливные. Вода, ребят, как весной. Просто поднялась жестко вообще. Вот здесь такая стоянка, машины приезжают, уезжают. Такой гадючник, как обычно. Бой стекла. Ну, короче, ничем удивления, ничего не происходит. Все как гадят, такие гадят. Хотя тут дорога, вон, в принципе, недалеко. Можно увезти все это дело. Ну, мы на тот пляжик, на ту сторону будем брать косу вот эту. Вот на такой тачечке сегодня подтянулись. Сегодня пилы, лодка. Короче, ребят, сегодня мы будем балдеть шикарно. Ну, за бортом как бы уже все, зима. У нас снег уже был первый. Классно. Ну что, будем пробовать. Я надеюсь, все будет классно и будем отловимся сегодня. Отлично. Что, погнали грузиться. Опа. Че, Илюк, думаешь, с одного раза сделаем? Согласен? Давай, это как ее? Грузи. А вот такая сегодня у нас девочка довезла. Старенький шарабас, ребят. Старенький шарабасик. Ну, исполняет свои действия. Кстати, в планах у нас с Илюхой взять Ниву, и у нас может это получиться, потому что хотим обменяться там на мотособаку, и нам хотят предоставить Ниву, и не знаем, как получится, но если все будет ровно, я вам, ребята, в любом случае сделаю обзорчик, покажу. Нива вроде неплохая, но с таких годов, 80-х там, соответственно, ну, есть варианты подшаманить ее, и будет все здорово. Так что скоро, может, будет на колесах, и будет у нас другие рыбалки, другие путешествия, потому что у нас дорог нет, и все зависит от машины. Так что, если будет хорошая машина, будем просто уезжать куда-нибудь до Талова. Все уже на этом месте, на этом пляжу. Сейчас идем в центр, где-то в лесу сделаем лагерь, а по этому пляжу будем расставлять доночки. Наши пляжик такой красавец, чистенький, но вода поднялась. Сейчас буквально 5 метров уже веслами цеплял, значит, естественно, надо будет доночки опять длинные. Сделал 2 новые доночки специально для пляжей по 50 метров. Так что пробуем. Короче, ребят, остановились на таком месте зачетном. Здесь, получается, вторая линия кустов идет, а здесь какая-то, ну, заводь была по весне. Ну и здесь все тайга, там потом тайга идет полностью. Вот здесь ветра нету, вообще шикарно. Там, Илюх, вообще дебри полностью. И сушины какие-то лежат вот. Все это напилим. Пила есть. Ну и здесь классненько будет. Сухо. Защита ветра вот это будет получаться с этой стороны. И, ну и с этой стороны вот эти кусты. Такое место получилось. Ну, зачетное, я думаю. Сейчас распаковываемся
Здесь сделан костерок. И все будет нормально, я думаю. А сушин много, Илюх, смотри, тут ольхи сколько. А? Ольха тут вон полностью. Все сушина. И там стоят сушины, так что все нормально. Место уже, ребят, классное, чтобы просто тупо отдохнуть. С рыбалкой непонятно, но отдохнем-то по-любому. И видно уже вот такая грязь. Вот она. Вода, Илюх. Тут вода, Илюх, стояла вот до сюда, представляешь? Подымалась. Явно, понятно. Так, да. Разгребаем рюкзачки. А? Сегодня пеночку намутил. Сегодня будет отлично. Так, это продукты. Это котелки, сковородки. Это опять же продукты, холодильники. Что-то Илюх, ты меня нагрузил на доталал. Это снасть. Все. Снастей занимает больше пол рюкзака. Ну, тут доночки, ребят, наши старенькие. Вот так. Это новый длиннющий. Длиннющий сделал. Да, длиннющий. Я хотел 4 сделать, а там 100 метров получилось так, что там 50 метров всего, представляешь? Обманывают народ. Платишь за 100 метров, а в итоге 50. Все, что ты? Тут дрова разжечь есть? Все, да. Переубывается сразу. Ну да, уже ночь-то сегодня. Сколько, Илюх, там трешка, да, будет? -5. -5 даже сегодня. -5. Готовимся. Сейчас вот здесь заготовим дрова. Место вообще шикарное. Ну сразу так тихо, слышь, стало. Спокойненько. Здорово. Но новые места, как обычно. Новые места всегда как бы, ну, или пан, или пропал. Так что будем смотреть. А дров тут вообще достаточно. Столько ольхи вон. Все дебри, все повалено, все сухое. Все здорово. Дров хватит на всю ночь. Плохо родился. Это молодой бык вообще, да? Да, маленький бычок был. Там 2 пакета даже. Но она не тухла, просто замороженная. Не знаю, я его разморозил. Ага. Не тухла бы было еще лучше, наверное. Да, конечно. Чем тухлее, то тем лучше. Короче. О, еще там пакет оказывается. Это вот как мне положили, короче. Вот. Это даже не печень. Был. Это даже не печень. печень, да? Это печень, просто он больной был, вообще маленький, но больной. Вот. Маленький был бычок. Ага. Вот. А вот одна. Даже не скажу, что маленький был. Это селезенка, а не печень. Селезенка? Это нормально пойдет? Пойдет, да. Попробуем. Ребят, такой телефончик старенький от Илюхи. Ну, Подожди. получается, сколько зарядка? 13100? 13100. 13 Есть USB выход, есть AUX. А вот есть такие у нас колонки, ребят. И сейчас мы вам продемонстрируем. Смотрите, у них питание идет от USB кабеля. Воткнем вот сюда вот. USB кабель. Колонки AUX. Зайдем в проигрыватель, смотрите. Зайдем в проигрыватель. И сейчас просто включим. Так, гон лося. Манок. Оп, забыл, секундочку, сори. Оп, включим внешнее питание. Угу. Все, видите, пошла зарядка на внешнее питание. Да. Включаем самец лося. Да, нормально. Да? На манок с собой взял, да? Да. По ночуге поставил и возле избы пускай хоть всю ночь пищит, да? А с утра вышел с избы прям втрескал лоб. Рябчик. Да, прикольно. Прикольно. Ну, сейчас Вот. 21 век. Снова пожалуйста. лайфхак. Всем. Да. Не, просто с телефона прям, понимаешь, ты заряжаешь и включаешь, да, ее? Да. Телефон просто простой китайский. Да. Это- Ну а с телефона тоже она не глупо звучит, если все вытащить. Ну да. Но телефон у тебя тоже такой. Даже лучше. Да. Чище. Чище, да, Ну, чище намного. тут 3D динамик стоит, как бы он такой вот огромный. Да, да. Как его нарезать? Такая здоровая, да? Это молодой, да? Стас, это не молодой. Не молодой. Это врут. Источники врут.
просто дали и все. Блин, ты бы хоть на ведре не резал, слышь, или... Ну а как потом? А где бы это макулатура? Возьми что-нибудь вот это как его. Да, бумагу постели. Вон, газету. В магазин заходили, хоть журнал дали. Забрал он, своровал, блин. Своровал, да? Нет, я не ворую никогда, это дали. Я ж Слушай, это разрешению маленькие слишком, я думаю. Не могу. Смотри, какие травяные. О, там нифига там тема. Прикольно, кстати, я думаю, будут работать. Смотри, как бумагу режет. Сразу на склад. Ну что, ребят, начинаем движуху. Где-то так, полотенышко, обязаловка. Под ремень подвешиваю, вот так, чтобы руки вытирать. Опа. Угу. Полотенышко есть. И наши червячки. Спасибо, батя, за подгончик червей. Я работал. Отец загонетелил там людей, мне накопали. Нормально. Ну и вот печеночка еще. Вот это. Будем пробовать ее нарезать. Да, такая страшное дело, конечно. Но Далим вроде как берет. Так что будем пробовать. Сегодня на все. Так, наши доночки. Так, здесь бубенцы. Надо сейчас все приложить. И нормально будет. Раз. Два. Ну и доночки. Наши старые доночки. Погнали. Так, ну что, начинаем потихоньку. Сейчас сначала сделаем рогатулечки для наших доночек. Всяко разно. Опа. Опа. Вот так. Сегодня доночек побольше взяли. Хотим раскидаться полностью. Весь пляжик, что есть. Поделились, получается. Стас пойдет по той стороне. Илюха возьмет вот этот обрыв такой резкий. А я в траву пойду. Как-то будем пробовать. Ну, в любом случае, стрельнет у кого-то, я так думаю. Места интересные, места новые. Так что, я думаю, все будет в порядке. Ну и место здесь классное такое, ребят. Сразу лес, тайга идет. Так что отдыхать в любом случае будем шикарно. Сегодня приехали отдыхать, рыбачить. Сейчас будем в темноте. 13 часов, так что все впереди. Так, ну первую, наверное, поставлю закидушку. Поставим закидушечку. Здесь дальний заброс сделаем. Посмотрим, как вообще обстановка. Так, чуть-чуть мимо. Опа. Так, где наши закидушечки? Сейчас быстренько достанем и проверим. Это бывшие спиннинги, ребят. Так что здесь ничем не надо удивляться. Все по-простому. Ну, то же самое донка, только в таком современном стиле получается. Крючочек один. Вот так. Сейчас закрутим. Есть. Так, это в сторону пока. Так, где наша рогатулечка? Есть она. Опа. Так. Это пока в сторону. Берем червячков. Берем наш удильник. Крючочки такие побольше, чтобы червей можно было насадить нормально. И погнали червячков, ребят, насаживать. Так. Так. Я думаю, 3 достаточно. Пока.
на разведочку. Ну что, закидушечка, давай, делай вещи. Ага. Чуть-чуть втыкнем. Вот так. Где-то бубенец был. Течение, скажем, конечно, серьезно здесь. Ну и все. И сейчас дальше по траве. Илюха вот эту косу будет брать. Стас будет брать песок. А я траву буду брать. Ну посмотрим, как у кого до сих пор сносит течением. Течение большое здесь. Ну и вода прет, грязь прет. Вода поднимается. Ставлю донышки. Гуси пошли, ребят, на юг. Все. Зима наступила. Наступает. Гуси погнали. Жалко, конечно. Ну, сейчас будет полгода зимы опять у нас. Такое время. Лето короткое, но немного не успели погреться, и сразу же зима опять. Обидно, конечно, маленько, ну а что сделаешь? Вот такой крайний север у нас. А гуси хорошо идут, горлукают. Но мы попытаемся ловить налимы. Да. Завеса дымовая. Ух ты, нифига себе. Вот это пойдет. Завеса пойдет. Друзья, вроде как закинулись. Правда, с местом вообще не выгадали. Тут Стас поставил здесь, Илюха. Я в траву пошел, и в итоге у меня даже 3 доночки остались. Не закинул. Ну все, уже сумерки, луна, сегодня -3. Так что будем балдеть в холоде, но зато просто отдыхать, ребят. Я просто рад, что вырвались, как бы даже, ну, незнакомое место, но как бы это своеобразно, это все равно интересно, это свои какие-то своеобразные приключения. Там расположились, здесь такой небольшой ветер идет по реке. И течение очень большое. Вода прибывает. А здесь вот тут мы здесь забазировались. Ну вот, ребят, костерчик уже. Поставили водичку на согрев. Не смущайтесь, вот такой у нас большой кочелбан. Согреем воду, там и на чай будет, и на ужин. Ну, напилили, получается, ольху. Тут береза была. Все запилили. Вот эта старая, которая валялась уже так. Мы ее запилили. И сейчас у нас такой маленький костерок. Ну, чтоб не как маленький. Здесь расположились. Здесь на коврике. Сейчас, ребят, пойдем первую проверочку делать. Посмотрим, как как обстановочка. Течение большое. Грязь, походу, идет. Блин, обидно, конечно, что в октябре поднялась вода. И сейчас у нас прибыв воды, так скажем. Обычно осенью она все падает, а тут наоборот дожди были, и сейчас непонятно. Что, ребят, не все-таки скучно. Попался первый налим. Не крупный, в траве. Зараза такой. Заглотил, наверное. Прибегаюсь к следующей донке. То, что вот недавно проходил, все залило. Представляете? Так, залило-то нормально, друзья. Вот это да. Вот эта вода прет. К утру вообще донки не достану, блин. Ё-моё. Тут вообще подзалило. Шикарно так. Ну и заодно в траве вообще плохо ставить. Ну, ставить-то в принципе неплохо, но вот проверять, пока достанешь, пока туда-сюда, пока закинешь, цепляется все за траву. Вот, дошел еще до одной. Нифига себе, уже здесь, наверное, где-то. Уже здесь где-то
И тут вот вода. Донка сама вот тут. Ё-моё. Вот это да. Вот это прет водичка. Друзья. Все же самый елец пытается нас соблазнить. Вот он, бродяга. Хватает. Не видно, наверное, ребят. Вот такой елец. Все грызет, все берет на течение. До сих пор еще не отошел. Вода прибывает со страшной силой, вообще жестко. Ну, несмотря на это, берет елец спокойно, такой достойный. Ну, взял с собой, может, уху приготовил, не знаю. И попался небольшой налим. Ну, уже радует, что все-таки нашли рыбу. Руки мерзнут, ребят, начинают морозить. Чувствуется вообще. Ладно, иду на базу. Такая проверка. Сейчас посмотрим, что ребят попалось. Может, кто-то что-то зацепил тоже. Ну что, проголодались, хлопчики. Сегодня... Что, Илюх, сегодня у нас? Борщ? Борщец. Борщец, да. Борщец это хорошо вообще. Сегодня борщец. Щи, говорит, хоть по овощи. Борщ, говорит, чтоб корч нормал. Мяса поставили. Сейчас картошечка. Картошечка, лучок, морковочка. Ну, все как полагается. Сейчас нарежем и погнали дальше. На чем вот нарезать? Как обычно, все в походных условиях. Чё. Будет добро, дай там полено. Только чтобы была одна сторона плоская. Что, ребят, давайте. Синтуки, ребят. Давай, вас, за вас, нахуй, за рыбалочку. За отдых. За красоту. За уху. За все. За мороз -3. И просто за то, что мы есть. Не слышно. А вот столько гуся идет вообще. Гусь пошел на юга. Все. Зима, значит, ребят, идет. Все уже у нас. Столько гуся слышно. Вот это уже 5-я, наверное, партия идет, которая. Ой-ой-ой, столько гуся много. Последнюю донку, ребят, уже изрядно затопило. Даже пробраться не могу к ней. Нифига себе, вода прет. Ё-моё. Надо будет потом бродни расправлять, пока к ней пойду. Вот это да. Тропу полностью, ребят, залила. Представляете? Смотрите, все вода. Она просто прет. Жесть, конечно.
интересный момент, ребят. Вырван, получается, закидуха с берега. Не знаю, или травой столько набило, или кто-то сидит. Посмотрим. Не, ребят, пока не хотит вообще никак. Никак. Ё-моё, блин. Руки замерзли. Вообще. Нет. Черви нормальные. Черви живые, но мелочь уже не кушает ночью. А на лень не хочет. Или его здесь нету. Ага, ну вот Илюха отловил. Вот. Что, ребятушки, у нас ночь длинная. Тут у нас добыто пару налимчиков, ну, заглотишки. Ну, хотим сделать запеканочку такую, сейчас покажем. Ну, естественно, по разделке налима. Вот сейчас Илюха подремонтирует, как это все делается. Сейчас, ребят, покажем, как это все будет делаться. То бишь, надрезается пленочка у налима, шкура плотная. А на самом деле налим очень мягкий. Делаются надрезики вот такие небольшие. Вот. И шкурочка снимается очень все быстренько. Сейчас Илюшка сделает. Ну, это обычно с крупных налимов все это делается. Мелкие тоже хорошо так Ну, делают. с мелких тоже, да, можно, но, допустим, если пожарить, то можно не снимать ее. А вот сегодня хотим сделать запеканочку. Сейчас снимем шкурочку. У нас есть немного яиц. И есть немного, ну, всяких разных специй. Мы хотим сделать запеканочку. Вот такой чулочек снимается, ребят, видите? Опа. Раз. Вот так, ребят, все это выглядит. Илюх, покажи. Вот чулочек снялся. Ну все, налим чистенький. Так, ребят, сейчас все просто. Без масла. Добавили немного майонеза и немного приправы. Илюх, что за приправа? Я не знаю, что какая-то в баночке. Походу какая-то. Ну это помнишь та, которая с походов наших? Это зелень. Ну такая, Да. типа много-много трав, да? Да, согласен. Вот сейчас майонезик растает, и потом в дальнейшем все это будем делать. Сейчас на костер и погнали. Надо чуть-чуть острее под закусочку. И Илюшка делает чеснок, а Сосяма делает фотографии там для своего инстаграма. Вот, ребят, у нас получается 4 яйца, майонез и еще вот эти специи наши. Немного соли. И сейчас это будем заправлять темой. О, огонь! Все, Илюха заливает нашего налима. Сейчас буквально немножко и все. Отлично. Опять на огонек. Ну, Сосяма там что-то там решает. Давай пробуй. Что скажешь? Это лучок был. Пацаны, Нормал? уши не трогайте. Уши не трогайте. Че, ништяк? Не отрывайте. Ну вот такая закусочка. Илюк, давай по 50-очке наливай. Давайте. Попробуем. Можно. Конечно, Без закусона, короче, нехрен делать. Ты не скористо. Тут грех уже без такого темы. Ну вот такая запеканочка, друзья. Но с углями. Смотри, угли. Угли, просто угли. Это же на костре. Ништяк. Вот такого костра вообще любой мороз не страшен. Здорово. Вот что значит большой костер. Классно. Сидим.
отдыхаю. Вообще здорово. Ну вот и дождались. Пошел снежок первый. Ну как первый уже был. Ну и вот пошел родной. Да, костер. И снег пошел. Ждем просвета. И как раз пошел снежок. Красота. Я, конечно, в шоке, блин. Ходил нормально, здесь тропинка была у меня, пляж. А в итоге вот так вода прибыла. Здесь вообще последняя донка аж залила ее полностью. Вот эта вода прет. Просто прет, блин. Капец. Сейчас перезакинем. Еще уточка. Часик посидим и нет, так домой. Что-то бровка какая-то цепляется. Много травы. Ну что, друзья, вот и закончилась еще одна рыбалочка в плане налима. Третий выход. Октябрь, первый снежок сегодня. Первые заморозки такие более-менее. Ну и на удивление поймали разноплановую рыбу, хотя мороз, холодно. Ну, белая рыба до сих пор клюет, показывает себя. В целом все неплохо. Единственное, что охота поймать достойного налима. Задача в этом уже стоит. Как бы жаринки попадаются, но это не то. Охота поймать просто более-менее достойного. Ну, я думаю, еще все впереди, потому что месяц еще, я думаю, позволит нам порыбалить. Походу 2-3 это 100% будет. А так, на жареху в целом наловили, отдохнули, пообщались, посидели у костра. Все здорово, все шикарно. Выходим в 8 утра, собираемся домой. Все, ребятки, с вами прощаюсь. Дрюня на связи. Всем пока.